Доброго дня вам! Я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Друзья, как вы уже заметили, я всегда к вам обращаюсь словом «друзья», потому что мне нравится это слово, и я знаю, что такое настоящие друзья. И сегодня я бы хотел вам рассказать о своих золотых друзьях, которые помогают мне делать программу. Коршенко Андрей, художник, дизайнер, бас-гитарист и большой друг курдов. С Муратом я дружу давно, еще со школьной скамьи. Мы с ним познакомились творчески. Туда мы параллельно учились. Я в художественной школе учился, а Мурат учился в музыкальной школе. И как-то на субботнике я увидел, как Мурат играет на гитаре, и меня это очень впечатлило. Я попросил его научить меня играть на гитаре, а я научу его рисовать. Из Мурата художник не вышел, но зато вышел из меня хороший басист. В 1994 году мы организовали свою рок-группу, записали 3 альбома, много синглов, 1 мюзикл. Мурат записал отдельный свой сольный проект, он даже его продублировал на курдский язык. Мы выступали на местных площадках, но, к сожалению, видеоматериала не так много сохранилось. С курдами я дружу давно, мы друг другу помогаем. Сейчас я занимаюсь творчеством, я художник, дизайнер. И я помог разработать Мурату логотип «Курдское просвещение» для его канала. Да и вообще я считаю, что мы должны друг другу помогать. Еще один золотой друг курдов с золотым голосом – диктор Иван Савоскин. Иван озвучил курдскую народную сказку «Али Богатырь». Ссылку на сказку я оставлю в описании, друзья. Из-за своего плотного графика работы, к сожалению, Иван не смог к нам приехать и прислал аудиосообщение. Доброго здоровья. Меня зовут Савоскин Иван. Я профессионально занимаюсь озвучанием книг, либо же каких-то роликов, которые связаны с историей, с этносами, с корнями народов, с тем, что в принципе формирует любой этнос, любую народность и вообще все историческое и то, что наполняет нас в духовном смысле. Когда Мурат мне предложил озвучить эпос, для меня это было огромным удовольствием проникнуть в суть народности посредством тех сказаний, которые мне передал Мурат. И мое личное мнение о том, что мы всегда должны помнить наши корни, никогда не должны забывать то, что говорилось нам родителями, нашими предками. А что может быть более корневым, что может быть более источным, чем наши сказки, сказания, поверья? Поэтому я это сделал с огромным удовольствием. И огромное спасибо Мураду, что он позволил мне прикоснуться к этому прекрасному, к древнему и, наверное, самому искреннему, что может быть у народа. Еще один золотой друг курдов – звукорежиссер Владимир Назаров. С курдами я дружу очень давно, еще почти с детства. Мы всегда друг другу помогаем, вместе переходим какие-то невзгоды и вместе делим радости тоже какие-то. Они очень хорошие, приятные люди, и с ними всегда можно рассчитывать на их поддержку. Еще один золотой друг курдов – актриса и певица Лариса Каратиченко. Лариса озвучивала женский голос в сюжетах о репрессированных курдах. Самое большое богатство для человека – это обрести друзей. Друзей, которые тебе в трудную минуту протянут руку помощи, поставят дружеское плечо. И вот как раз в связи с этим и, наверное, складывается вся жизнь.
через вот эти дружеские ниточки отношений. Вот мы с Муратом дружим уже давно, и не просто дружим, а мы долгое время работали в программе телевизионной «Чрезвычайные хроники», называлась она «Рейдер». Проработали очень долго и проработали очень творческие, позитивные. Самое главное, мы были не просто коллеги по работе, а так сложилось, что мы стали такими духовными людьми, близкими по духу, вот так, наверное, более правильно. Поэтому, когда он обратился ко мне за помощью такой дружеской, озвучить его сюжеты, ну, мне даже вообще и мысли не возникло сказать там нет, или я очень занята. Конечно же, я всем сердцем откликнулась на его призыв, чтобы сдвинуть именно вот то, что он хотел сделать, то, чего желало его сердце и хотела его душа. И поэтому я тоже с открытым сердцем сделала эту маленькую работу и, поверьте, получила колоссальное удовольствие и невероятное количество благодарности от него, чего я, впрочем-то, и не ожидала, и не рассчитывала. Я просто делала свою профессиональную работу. А оказалось, это так тепло, это так по сердцу. Наверное, так должны выстраиваться человеческие отношения в этой жизни. Все, что мы сделали совместно, я так думаю, обретет в дальнейшем и признание, и обязательно войдет и в ваши сердца, потому что в этих сюжетах говорится об истории народа, который очень много претерпел в своей жизни, но, тем не менее, сохранился. И я благодарна Мурату за то, что он собирает по крупицам эти сюжеты и восстанавливает ту самую историю, которая должна не забываться ни народом, ни людьми, ни теми, кто продолжает и этот род, и эту жизнь. Курдским культурным центром Ягбун при Ассамблее дружбы народов Кыргызстана в городе Ош выписаны благодарственные грамоты Андрею Коршенко, Ивану Савоськину, Владимиру Назарову и Ларисе Каратиченко за содействие и помощь в развитии курдской культуры. Бежи, Курдистан! Бежи, Курдистан! Бежи, Курдистан! Вот такие вот золотые друзья у меня. Их у меня много. Дай им Бог здоровья. Спасибо, друзья. С вами легче жить. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.